Матч обслуживают судьи Башкирской хоккейной лиги, главный судья Александр Степачев и Даниил Захаров. Добрый вечер, уважаемые болельщики и участники Башкирской хоккейной лиги. Раскрывает свои объятия очередной уикенд у нас, и снова игра, в рамках которой встречается башкирская генерирующая компания и команда БЭСК. БГК по левую руку от нас, БЭСК справа, если вдруг кто не знает, это электросетевая компания. И давайте приступим к составам участников. Заявочный лист команды БЭСК: Юрий Филиппов, номер 39, Юрий Богданов, 29, Вадим Петров, 19, Искандер Салихов выступает под номером 21, 73, Салават Хайруллин, 97, Алексей Файрушин, Даниил Сидоров играет под номером 7, Алексей Рождественский, 18-й, Павел Гайлунь, 37-й, 11-й, Дмитрий Шеймарданов, Дамир Гарипов, номер 88, Владимир Пескунов, 10-й, Ильдар Раскулов, номер 13, Илья Сагеев, 93-й, Евгений Еловенко, номер 15-й, Сергей Минервин, 23-й, Олег Сидоров, 31-й и Рамиль Загидулин, вратарь команды, номер 51. Состав команды БГК. Вратари: номер 1 Дмитрий Подгайный, Дмитрий Корнилов, 88-й. Полевые игроки: шестой Денис Хисамудинов, 7-й Эдуард Хабиров, под номером 9 играет Николай Казаков, 13-й Андрей Озеров, 16-й Андрей Жуланов, 17-й Владислав Габидулин, Рустам Усманов играет под номером 18, 20-й Олег Пихенько, 21-й Наиль Габидулин, 27-й Александр Каров и под номером 75 заявлен Ильдар Мухаммедгалиев.
А в атаке БСК. Давайте посмотрим, что именно продемонстрирует Богданов. На закруглении борта. Добивание и сдвинутые ворота у нас. Мы видим, что у рефери. Останавливает встречу. Посмотрим на повторе. Момент еще раз. Несмотря на то, что было, конечно, опасно. Но игра остановлена. Сидоров. Габидуллин предпринимает попытки вынести шайбу из зоны, но несмотря на это, коллектив БСК по-прежнему сохраняет владение шайбой за собой. Файрушин. Вынести игровой снаряд из своей зоны не получается. И здесь атака БГК. Неплохо наброс справа полуборта. Не удается. Хусамудинов. Юрий Богданов. Дурборчика Габидуллин. Вынести шайбу пытается из своей зоны. Петров обратно доставляет туда игровой снаряд. БСК по-прежнему в атаке. Петров. Дмитрий Подгайный, номер 1, обороняет раму ворот башкирской генерирующей компании с первых минут этой встречи и смотрится довольно-таки хорошо в створе. Половину периода сыграли коллективы. И на данный момент счет матча у нас не открыт. Мы видим с вами нулевой счет на табло, несмотря на все старания БСК. В данный момент на табло счет 0-0. Вдоль бортика разыгрывает БСК.
Положили на лед Богданова. Шайба в средней зоне уже. Владеет и Даниил Сидоров. Вертикальный пас. На подборе первый оказывается Пискунов. И есть первое взятие ворот. Оформляет его Алексей Файрушин. Давайте посмотрим на повторе, как же все-таки это было. Усманова просит выпустить зрители. И, насколько я разглядел, Даниил Сидоров все-таки отдавал эту передачу. Алексей Файрушин уже замыкал эту атаку. БЭСК выходит вперед. Счет в матче 1-0. Довольно далеко, согласитесь, выходит Олег Сидоров, голкипер команды БЭСК. Сокращает дистанцию и, конечно же, угол этой атаки в целом сводит ее на нет. Олег Сидоров, номер 31, голкипер команды БЭСК. Каров под синюю линию. Передача, бросок. Тут же, конечно, незамысловатый, да, но Хисамудинов был автором этого броска, а это всегда опасно в исполнении Дениса, потому как одним из главных бомбардиров команды является Хисамудинов. Снова контроль шайбы остается за ним. Дальний бросок, или больше здесь было похоже на наброс на ворота. Каров. Сейчас щелкал. В средней зоне уже находится у нас игровой снаряд. Опять ей владеет Каров. Возле правого борчика разгорается у нас борьба. Каров. Самудинова передача не доходит. Каров по-прежнему. Можно бросать с этой позиции. Есть первое взятие ворот в исполнении башкирской генерирующей компании. Автором является Александр Каров, номер 27. Смотрим на повторе. Счет матча становится 1-1. И первое взятие ворот от команды БГК. Конечно же, БЭСК забивал ранее. Один-один, ничья. Сидоров. Пискунов.
По диагонали классный пас на Эдуарда Хабирова. Салихов. Самединов. Вадим Петров выходил сейчас 1 на 1 с защитником коллектива БГК, но сделать в этом моменте, в эпизоде, ничего не получилось. Продолжаем наблюдать за атакой БСК. Сидоров направо. Обратный пас не проходит. На Даниила. Здорово играет здесь вратарь коллектива БСК. Звучит сирена, дорогие друзья. Давайте немножко отдохнем и вернемся уже во второй период. Второй игровой отрезок встречи башкирской электросетевой компании и команды БГК. Счет в матче 1-1. Игра продолжается. Богданов за воротами. Пытаются всеми усилиями вынести шайбу. А из своей зоны достается она Вадиму Петрову, который от рикошета обыгрывает защитников и забрасывает вторую шайбу за свой коллектив, обыгрывая вратаря команды БГК Дмитрия Подгайнова. Давайте посмотрим еще раз на повторе этот момент. 2-1. БСК выходит вперед.
Сидоров. Бросок. Мухаммед Гариев под плотную опеку. Сразу берут его 2 игрока. А из коллектива БГК в средней зоне разыгрывается шайба. И уже мы видим с вами, как Алекс Сидоров под свой контроль берет каучуковый снаряд. Сдвинутые ворота указывает нам рефери. Даже если мы изначально не разглядели, то какую-то малейшую подвижку в рамках створ ворот увидел наш зоркий рефери, указал на этот момент, и продолжаем уже на точке прессинга. Самудинов. На острие атаки был Вадим Петров. Того, гляди, и на дубль метится Петров. Одну шайбу в эту встречу он уже организовал. Воспользовался Вадим моментом, когда коллектив БГК был не уверен на выходе из своей зоны. Сейчас по-прежнему в атаке Блеск. Не позавидуешь голкиперу команды БГК. Разгорается борьба. Денис Самудинов на партнера, но не удается поддержать эту атаку. И Блеск разыгрывает свою комбинацию. Как же здорово сейчас сыграли представители этого коллектива. Рушин. Сидоров вдоль борта. Габидулин. Казаков.
Даниил Сидоров неплохо атаковал, уже завершал эти действия Алексей Файрушин, собственно, на котором мы сфалили. Давайте понаблюдаем за этим моментом еще раз. Первое ударение в этой встрече в составе команды БГК. Даниил Сидоров. Поправка Эдуард Хабиров отправляется на скамейку штрафников. Остается коллектив башкирской генерирующей компании вчетвером. БСК будет разыгрывать лишнего игрока. Играем в формате 5-4. БСК неплохо. Петров, Салихова. Попытались разыграть комбинацию. Подключается к этой атаке Филиппов за воротами. Салихов пытался сейчас поднять шайбу. Ну, в целом-то, конечно, это действие сделал, но не оценили рефери этого матча. Указали на точку вбрасывания перед синей линией. Владение БГК. И мы с вами переносимся уже в зону команды БСК. Поперечный пас. Файрушин. Самудинов, будет выход 1-1 на месте. Алексей Сидоров с этой атакой справляется. Теперь уже ответные контрдействия БСК. Передача на пятак не проходит. Алексей Фарушин в плотной борьбе. Шайбу принять не получилось. А Габидуллину выдался шанс, и здесь попытка добивания уже в исполнении башкирской генерирующей компании. Но на страже ворот БСК Алексей Сидоров не позволяет в очередной раз пересечь синюю линию ворот своего коллектива. Игра переводится на точку вбрасывания, с которой сразу же заряжает Владислав Габидуллин. В средней зоне Хабиров.
Перехват в исполнении БСК, и будет атака, бросок, добивание вторым темпом. И здесь, по-моему, третий уже темп атаки. Но у Петрова, несмотря на все усилия, сделать ничего результативного не получается. Шимарданов в средней зоне. Высокий прессинг уходит в коллектив БСК и приносит это свои определенные плоды. Сейчас мы видим, как довольно плотно поджали в своих владениях игроки БСК. Коллектив БГК, и момент наблюдаем на уже повторе, показывает судья, и встречу переносит на розыгрыш этой комбинации переносится на точку выбрасывания в районе коллектива БГК. И на ваших экранах удаленный игрок из состава БСК. Это Юрий Филиппов. Уж больно активен он был на пятаке в районе Олега Сидорова, за что, собственно, и получает свои заслуженные 2 минуты. В меньшинстве остается БСК. Самудинов налево. Пихенко по диагонали на закруглении борта. Кто будет на подборе здесь? Габидулин. Пас под синюю линию. Пихенко. Самудинов. Выход 1-1 в исполнении БСК. Филиппов. Нужно решать что-то прямо здесь и прямо сейчас, но не удается переиграть Олега Сидорова. Взятие ворот нету. Продолжаем встречу со счетом 2-1. Самудинов после рикошета от борта берет ситуацию на себя. Обыграть Сидорова не удается. В составе играет БСК. Богданов. Последняя минута второго периода. Неплохая серия бросков была у БСК. Алексей Рождественский
был на острие атаки. Также отметился Юрий Филиппов. Уже вторым темпом. Совершал бросок. Но наш зоркий рефери все-таки поднимает руку. Очередное удаление за 13 секунд до окончания второго периода. Удаление в составе БГК. За неправильную атаку соперника по штрафу наказан Николай Козырьков, номер 9 команды БГК. Два-один счет в матче. Это третий игровой отрезок встречи башкирской электросетевой компании. В рамках этого матча противостоят им башкирская генерирующая компания, или сокращенно БГК. Несмотря на все их старания, в данный момент уступают они. Одну шайбу, и сейчас у нас заключительный период этой встречи, в котором, собственно, все точки над и расставится. Филиппов вдоль борта. Желанов. Пихенько направо на Хисамудинова. Рикошетом от борта шайба достается Пихенько, который не может на данный момент обыграть Олега Сидорова, голкипера коллектива БСК. Но, как мы видим, сдвинуты ворота. Наш зоркий рефери держит ситуацию под контролем. Игра переводится на точку выбрасывания. Сидоров. Бросок от синей линии неплохо. По-прежнему он с игровым снарядом и очередное удаление.
Хамид Гариев оставляет шайбу за своим коллективом. Выхода 1-1 не будет. А в исполнении БГК по-прежнему в атаке Бэск. 2 в 1 сейчас, не считая голкипера. Выходил этот коллектив. Какими-то результативными или голевыми моментами отличиться у Бэска не получается. Наброс на ворота не точно. Сидоров. Хисамудинов за воротами. Шайба под контролем БСК. Салихов. Хисамудинов. Бросал с неудобной руки Денис, обыграл защитников, но шайба в створ ворот так и не попадает. Контратака БСК. Бросок не точно. В средней зоне игровой снаряд. Хисамудинов владеет шайбой. Бросок Сидоров. По траектории игровой снаряд переводит в сторону. Снова Хисамудинов. Пихенько. Будет бросать, но уж больно не точно. На створ ворот игровой снаряд не доходит. Разыгрываем шайбу в средней зоне. Пихенько. Андрей Жуланов. Сидоров. Поперечный пас. Тут же по диагонали отдают на Даниила. Обратный пас. Вбрасывание в зоне БСК. Остается игровой снаряд за Салиховым, Искандером. Положение вне игры.
Так, Самудинова изначально предполагалась эта передача. Конечно же, он ее получает в оконцовке, но уже вторым темпом после броска своего коллеги. Дмитрий Подгайный фиксирует игровой снаряд после очередной атаки коллектива БЭСК. Вбрасывание Аргангелов. Габидуллин. Наброс на ворота. Наверное. Именно это предполагал сейчас от синей линии. Владислав направлял шайбу. Арбитр фиксирует проброс. Очередная остановка в матче за 6 минут до окончания третьего игрового отрезка и, собственно, решающего. 2-1 ведет БЭСК. БГК уступает на данный момент одну шайбу. Все внимание на точку бросания. Мы продолжаем играть. Филиппов делает что-то, наверное, из разряда невероятного. Точный бросок с левого полуборта. Давайте посмотрим еще раз за этим моментом. Здесь явно искал кого-то из партнеров Юрий Филиппов, но в итоге, наверное, больше наброс на ворота. Да, это был... Там находился у нас Юрий Богданов, который не стал, собственно, брать инициативу на себя в плане контроля шайбы. Ловко увернулся, и уже в результате этого Юрий Филиппов забрасывает очередную шайбу. 3-1 счет в матче коллективов БЭСК и БГК.
Алексей Файрушин пытался на добивании оформить взятие ворот. Сделать это не получилось благодаря ловким действиям вратаря команды БГК. Дмитрий Подгайный нивелирует эту атаку и переводит игру уже на точку вбрасывания. Богданов направо. Пихнякова с Филипповым. На пятаке вступает в борьбу. Богданов. Последние 2 минуты третьего раунда. Шайба на точке вбрасывания. Переходит она в владение коллектива БГК. Владеет игровым снарядом Денис Хисамудинов. Рождественского положили, можно сказать, на лед. Здесь Пихняков будет бросать. Добивание в исполнении коллектива БГК, но сделать ничего не удается. На страже ворот Олег Сидоров, номер 31. От коллектива башкирской электросетевой компании. Тайм-аут. Наблюдаем мы с вами. Давайте немножко прервемся, понаблюдаем за ситуацией. О чем-то общались сейчас рефери с вратарем команды БСК Олегом Сидоровым. Как мы видим, покинул свои владения Дмитрий Подгайный. Шестой полевой игрок выходит у коллектива БГК. Терять уже практически нечего, поэтому все усилия предпринимаются для того, чтобы атаковать ворота соперника. 3-1. Минута до окончания решающего игрового отрезка. Все, внимание на экраны. Наблюдаем за атакой коллектива БГК. Самудинов.
Шайбу доставили в зону соперника. Здесь рикошетом от борта получает на себя передачу Каров. В упорной борьбе с Пихенько. Шайба уступает. Пихенько под синюю линию. Бросок Исамузинова. Не точно. И получается блокированный. Это игровой снаряд. 5 секунд до окончания третьего периода. Шайба перемещается на точку вбрасывания в районе Беска. Но давайте будем честны. Остается 5 секунд. Счет матча 3-1. Я думаю, можно уже потихоньку начинать поздравлять коллектив Беск с победой в этом матче. БГК, несмотря на все усилия и старания, ничего противопоставить своему сопернику не смогли. Ни в коем случае не расстраиваться. Беск с преимуществом 2 шайбы забирает этот матч. Лучшие игроки встречи будут отмечены сейчас. Матч завершен. С вашего позволения, уважаемые болельщики, дорогие друзья, разрешите откланяться.